Выехать в такой мороз на карбоновом двухподвесе на воздушке. А что ты будешь делать, если воздушка сдуется по пути? Она заблокирована? Он не сдувается? Нет. Заблокирован. Что-то удивительное столпление народу, да? Даже девушки рядом стали. А вы говорите, этот карбоновый двухподвес не приманивает девушек. Нет, это он там подкатил к девушкам. Он в ленте ему. Это специальный удлинитель, да? Этот? Ага. Ну мне, он же маленький. Но. Мне неудобно вот так зимой на нем. Это же рама 19-ка. Чисто зимний вариант. Я всю зиму облизывался, если цифр так и нет. Mom favorite. На самом топовом, да? Ага. Время ехать. Все сюда! Да нахрен такую тяжесть таскать. Там одни батарейки 2 килограмма весят. Так что будьте тихо и все услышат. Давайте поближе. Поближе подходим, не стесняемся. Все сюда. Подходим поближе. Все здесь. Итак, друзья, всем доброе утро. Я рад всех приветствовать на нашем традиционном, ежегодном, массовом велосипедном мероприятии, называемом «Ледовый клещ». Сегодня у нас 17 марта, воскресенье. И очень радостно, что все люди проснулись в этот холодный день, можно сказать, нашли в себе силы, время принять участие в этом мероприятии. Это очень здорово, вы уже все молодцы, что приехали на старт. Ура! Что касается регламента движения, сейчас мы двигаемся по улице Чернышевского, по Покровскому тракту. Первая остановка у нас — это магазин «Три лимона» с правой стороны. Часть маршрута проходит по автомобильным дорогам, поэтому очень будьте внимательны. Сейчас мы едем в одну колонну, друг за другом держим дистанцию, чтобы успеть оттормозиться. Резких движений рулем не делаем. Сейчас машин мало, трафик минимальный, но тем не менее будьте внимательны. Мы находимся на дороге, и поэтому нужно соблюдать все правила. Не перестраиваться, не обгонять, не подрезать друг друга. Ехать спокойно, ровненько, колонной. На трех лимонах мы останавливаемся, подтягиваемся, закупаемся какими-нибудь продуктами, кто не успел взять водичку или конфетки. Едем до Хатас, до поворота на Хатасы, и через поселок Хатасы выезжаем на реку. Ну там дополнительно как бы будет еще остановочки несколько. В поселке Нижний Бестяк мы обедаем в кафешках. Ну, народу много, можно разделиться по 2 кафешкам, можно в одну попробовать залезть, по 3. И собираемся, традиционное фотографирование на торговом центре Бестяк, оттуда по ледовой переправе, которая вот здесь, через острова, возвращаемся прямо сюда. То есть таким образом это получается у нас круг протяженностью примерно 40-45 километров примерно. А есть те, кто первый раз участвует в клеще?
Прекрасно. Отлично, молодцы. Значит, будьте особенно внимательны на льду, на тех, ну вообще те, кто первый раз на лед выезжает, будьте внимательны, то есть лед это штука коварная, особенно те, кто не на шипах. Резких движений рулем не делаем, какие-то вот перекаты, ступенечки, склоны стараемся проезжать аккуратно, потому что можно упасть и вызвать завал. Поэтому кто зимой едет, да, это, конечно, все молодцы, но те, кто первый раз или редко выезжают на лед, на снег, то будьте тоже очень предельно внимательны. В конце похода, ну, цыплят по очереди считают, поэтому те, кто финишировал здесь, вечером сегодня будут вознаграждены памятными сувенирными наклейками. Ну, некоторые, я знаю, ради них и ездят в поход в этот клещ. Молодцы, что ярко оделись все, прямо это очень здорово. Мы все должны быть заметными, особенно Фидул заметен, да, издалека. И я думаю, что через 2 минутки мы уже будем отправляться, так как все застоялись, замерзли, и время старта у нас уже подходит. Итак, потихоньку подходим к своим велосипедам и готовимся к старту. Сейчас будет скомандован отдельный старт. Через 2 минуты. Спасибо за внимание, все молодцы. Мастерник, как профессионал в своей области, скажи, вот как опытный турист, самый опытный в Якутии, подножка вообще нужна на велосипед? Подножка? Ну, как вы видите, подножка не нужна. Ну, чем это можно объяснить? Тем, что в городе велосипед можно прислонить к какому-то объекту, к столбу, велопарковки стали появляться, там можно их зафиксировать. Что касается путешествий, походов, то в лесу уж тем более нет проблем с расположением велосипеда. В полях, в степях велосипед просто кладется на землю. Подножка — это лишний вес, это возможность ей что-то зацепить лишний раз и так далее. И потом, если велосипед упадет с подножки, кто-то его порывом ветра или заденет, то это будет гораздо более серьезные последствия, чем он просто будет прислонен к стене. Мое мнение, подножка не нужна. Да, а ты участвовал в больших походах, где супер-мега там путешественники, и они вообще используют подножки или тоже? В походах я ни разу не видел подножки, за исключением велосипедов, которые уже комплектуются подножками, то есть нет ограничений для участия в походах по велосипеду, по типу, по модели велосипеда. И многие ездят с подножками, да, им так удобно, им так здорово. Они приехали, поставили даже груженный велосипед, это здорово. Но мое мнение, это лишние 20, 30, 40 грамм, ну и лишние какие-то резьбовые соединения, которые могут подвести. А вот российские путешественники, они вообще тоже, да? Честно, не обращал внимания, но насколько я видел фотографии с ночевок, с биваков, я не встречал каких-то таких крутых фоток, где велосипед бы стоял на подножке. То есть маркетинг, грубо говоря, это маркетинг? Мне кажется, либо маркетинг, либо это просто удобство для тех, кто ездит дом, работа, магазин, когда Запил, можно просто, Валик. да, для пенсионеров, для девушек, может быть, для людей, которые привыкли к такому комфорту. Ну, мое мнение, подножка не нужна. Угу, спасибо. Кстати, Макс, сегодня ты на шосере или на подвесе? На подвесе. На подвесе? Не боишься? Ну, надоело на шосере. Зимой, с января. Почти каждый день ходят. Что, очки тоже запотели? Запотели очки? Да, и давно запотели. Еще когда я ехал на встречу. А где?
Максим. Кстати, тут у наших читателей в Телеграме есть вопрос по поводу того, как ты на подвесе участвовал в гонке зимней. Как на максималках. Ну, вообще сложно было? Нет, нормально было. Я только... Первые 2 круга только что. Ну, более-менее быстро ехал, потом уже видишь, даже никого нет. Более спокойно. Ну, вообще, как ощущение? Там сколько градусов было? А? Градусов сколько было? Чего? Градусов сколько было? Градусов минус 28 где-то. И подвес сзади воздушный, все выдержал. Ну, я тряпочкой намотал. Лайфхак. Не помог. Работает. Ну, это получается из-за того, что ты каждый день на работу ездил, да? На велике. А? На велике каждый день на работу ездил из-за этого, да? Да нет, я бегаю из-за этого. В прошлом году короче. Давление нормальное, больше не стиль. Не попробуй. Печеньки забылись. Да, у меня товара мало и у меня оплата карты. Комбо. Просто сразу. Да, едем! Камон! Min hataspin. Никого нету. Мастерник, тут очень много вопросов возникает у людей по поводу вот этого руля. Он у тебя алюминиевый или стальной? Это алюминиевый руль, это Джонс, это не стоковый его руль. Руль идеален для дальников, то есть он позволяет, во-первых, использовать мультихват, их довольно много положений на этом руле. Плюс само расположение рук не перпендикулярно раме, а чуть-чуть под углом, оно удобнее, может быть комфортнее при длительных заездах. То есть руль считается туристическим, и при дальних каких-то путешествиях, на мой взгляд, он удобнее. То есть я уже были на ли прямую палку прецеденты, не когда пересяду. ломались эти рули? Нет, я не слышал, чтобы оригиналы ломались. Да, много очень реплик, очень много китайских фейковых рулей. Да, у них есть вероятность, что качество металла или качество сварки дешевое. В Джонсе, в руле, который сделан Тимур, слышно, нет? ведущим производителем аксессуаров для велосипедов, я уверен на 100%. А ощущения какие, получается, когда в походе? Он гасит немножечко вибрации, то есть чем сложнее форма руля, тем, особенно это заметно на рулях-бабочках, например, тем больше он амортизирует даже на ригидной вилке. То есть Даже на алюминиевом руле? даже на алюминиевом руле, как ни странно, да. То есть комфорт на нем однозначно выше, чем на руле палки, какой бы он ни был ширины. А были ли опыт стального руля? Нет, я в своей жизни ни разу стальной руль не использовал.
Это либо был алюминиевый бабочка, либо алюминиевый вот этот, ну, либо на втором велосипеде у меня стоковый с угли молоко, он по конфигурации похожий, но тоже алюминиевый. А, Насчет стального руля, к сожалению, не могу ничего сказать, не было практики. хорошо, спасибо. Так, это у нас Андрей, участник, многочисленный чемпион и призер гонок. И сейчас он расскажет про покрышки. Вообще на ледовом клеще ты какой раз уже участвуешь? Раз четвертый, наверное. Ага, и ты у нас пришел в шипованных покрышках, да? Швальба. Швальбе какие? Марафон? Марафон, класс. Уже Это 26 на 26 ровно. 26 на 2.0. Да, на 2.0. Даже, может, меньше они, по-моему, были. Чуть меньше, по-моему, не 2 Наличие Около шиповок 1,70, вообще обязательно 1,75. в этом походе? Вот эти вот шиповки, они, сама резина, она такая без глубокого протектора, поэтому по твердому покрытию едет очень хорошо. Очень хороший накат. Сейчас Паша проедет. У меня были айспикеры, Мгм. там был прям протектор очень большой, поэтому ехать было тяжелее, то есть накат вообще был очень слабенький. А вот этих прям как летние резины, при этом шипы не особо мешают. А ты всю зиму катаешь? На этих если только по городу, вот на этих, потому что в снегу, в глубоком снегу они зарываются. А вот по таким дорогам А зимой вообще проколы вообще ни разу. вообще не рады. Не знаю, может я такие еще. В этом ледовом клеще наличие шиповок обязательно? Я думаю, да. Ну вот именно в таком виде они вообще идеальны. То есть А. айспикеры это были прям супер, ну медленно едешь. То есть на лысых покрышках нереально, да? Если на сликах, допустим. Не знаю, у кого какой опыт, но для меня вот эти прям идеальные. Просто тут я наблюдаю людей, кто вообще на лысых покрышках. Ну, сейчас еще пока по дороге по асфальту нормально, не знаю. Дальше будет лед, наверное, там будет потяжелее, я думаю. Все зависит от райдера, конечно. Насколько он умеет пользоваться своим телом, маневрировать. Ну, я бы сказал, вот это вот прям идеальный вариант. И накат, и цепкость. Ну, при поворотах, конечно, здесь шипов не хватает, но если ехать прямо, этого достаточно. Хорошо, спасибо. Так, это у нас Дмитрий Чал, многочисленный участник различных походов. Самое главное в походе это Это тепло одеться. и ярко, да? Ярко, да. То есть- Чтобы вас замечали. Да, ты самый, получается, яркий участник в желтой куртке и в красной шапке. Ну да, так получилось. То есть тебя за 2 километра, наверное, видно, да, на дороге? Да, многие так говорят. А еще какие есть советы? Ну как? Да все, наверное. По коням! Кстати, тут у подписчиков возник вопрос, как карбон себя ведет зимой. Нормально. Говорят, трескается. Не, я зимой-то не езжу. Вот сегодня только вышел. Пока бы минус 20, плюс-минус 15 будет скоро. А в минус 50 трескается, да? Но, наверное. Но рисковать я не буду. Понятно. А мор держится. Я в 20-м году ездил. Кстати, Леон Жак это первый и единственный пока что держатель электронной навески. Это SRAM AXS, да? Да, SRAM AXS GX Ага, Eagle. То есть на аккумуляторах ага. вот двигается. Самая большая звезда 50 или 52? 50? 50, да? Спереди 32, да? Да, 32. Ну я хотел бы на 34 хотя бы поменять. Ну, летом подумал. Размер колес какой? 27,5. Ага. Вот, пока вот на первый тест, Мгм. пока держится, до бестяха там сниму и отогрею. Электронная навеска, она позволяет типа быстрее педалировать, да? Да? Типа на гонках быстрее едешь, да? Ну, в прошлом году катал нормально, быстро было очень. Мне понравился очень. То есть преимущество дает все-таки, да? Да. Вот ДХ он тяжелый, но Ага. он мягкий. А этот немножко жестковатый, но зато быстрый, легкий. Быстро набирает скорость. А, понятно. Зима.
Так, мастер Ник сказал то, что кушать возле параши не камильфо, да? Не камильфо. Здесь лучше вид, и как бы туалет все-таки чуть подальше. Поприятнее будет принимать пищу. А прием пищи это для велосипедиста самое главное. А то кто-то кушает, а кто-то какает, да, рядом. Да. Не да. очень. Что-то типа того. Десять 12 в зависимости от дороги. Каждый год она немножечко разная. Влияет. Я думаю, да. Здесь она стала ровнее, но за счет этого немножко опаснее, потому что лед в Галье, это, конечно, зло. Нет, я обратил внимание, что многие особо отчаянные едут не на шипованной резине, но пока вроде бы жертв нет. На самом деле в этом ничего страшного нет, то есть при определенном навыке владения велосипедом можно ехать и без шипов. Но шипы просто дают надежность, дают более хорошее сцепление, это все-таки безопаснее пойдет. Я там закапываю я тоже. Спасибо, низкое, да? Вообще, как вам вот эта покатушка? Вы первый раз? Да, я первый раз. Давно катаетесь? Ну, а так я летом катаюсь. Летом? А зимой, ну вот первый раз. А вообще физическая подготовка есть? Есть она. Лыжи? Нет, просто спортом занимаюсь. 3 Таким, раза в неделю. типа кроссфит? Нет, это калистеника. Колесо? Калистеника. Это что? Это как гимнастика. А, Спортивная гимнастика. Вы этот флешмоб устроили, да? В этом? А? Флешмоб устроили, то, что в розовых решили, да? Почему? Или это у вас, розовое, это оранжевое. это у вас команда такая, да? Нет. или? Вы вообще не знакомы. А, не знакомы? Только познакомились, да? Еще нет. Еще нет. Ну, розовый цвет приманивает. Да? Одинаковый цвет притягивает, да? А, Что вам, как настроение? супер. Не пожалели то, что приехали? Нет. Пока нет. Пока нет. Дальше посмотрим, да? Дальше посмотрим, как тебя поведем. Ага, спасибо. Ну, в дорогу самая любимая интересная часть начинается. Велопрогулка по голому льду. Тихо! А вот и переправа. Те, кто без шиповок, по правой стороне поехали. Тут говорят, кто отстал, тот отстал, да? Ну езжайте, езжайте. Просто колесо упало, да? Очень сложно сесть на велик. На какой велик? Ну, когда на льду находишься. Машина есть. Езжай. Давай. Что, нас догнали, что ли? Да, он догнал. Сколько педалировал? А? Долго педалировал? Ну, долго. Че, Петя, сколько раз упал?
Один раз упал. Один. Ну, как и ты, наверное, да? Ну, я на 180 градусов перевернулся. Кого-то ждем, да? Всех ждем. Всех, кто отстал, на таких 5 минутках будем подтягиваться полностью, чтобы люди не паниковали там. Велорайды говорят, кто отстал, тот отстал. Ну, это велорайды. Че, Петя, сколько раз упал? Один раз упал. Один. Ну, как и ты, наверное, да? Ну, я на 180 градусов перевернулся. Кого-то ждем, да? Всех ждем. Всех, кто отстал, на таких 5 минутках будем подтягиваться полностью, чтобы люди не паниковали там. Велорайды говорят, кто отстал, тот отстал. Ну, это велорайды. Паша, тут в последнее время в Якутии появилось очень много велосипедов фирмы Шульц. Как вообще ты смотришь на эти? Нормально. Ты сам владелец, да? Вот этот велосипед Шульц Лоуленгер, расскажи немного про него. Как вообще, ты сколько на нем катаешься уже? Кто? Ты уже год катаешься на нем, да? Тут там. Да? По-моему, меньше года. Меньше года. Ага. И в целом как вообще? Хорош, легкий. Легкий? Да. Много. По этажам таскать на 4-й вообще легкотня. На 4-й этаж? Да. Чем этот Штерн. То есть Lone Ranger все-таки лучше, чем Стерн. Легче. Легче, да? Вон, его тоже спроси. Он тоже испробовал делать. Расскажи ему. Я тоже легкий. 16 килограмм весит. Легкий 16 килограмм. Что-то 16 килограмм и понятие легкий немного несовместимые вещи. Если Штерн, он почти 200. У меня сидушка 500 грамм весит же. И подсидел с аккумулятором тоже 500 грамм. Короче, килограмм. А подсидел с аккумулятором зачем? Чтобы грела задницу, что ли? Нет, габаритка там встроена. Мортика тоже такой. Летом есть. Ну вот, кстати, сколько раз вы упали уже? 2 раза пока. 2 раза. Пока что, да? Да. Больно падать? Нет. Нет? Я упала в сугроб. То есть ты специально возле сугроба ездишь, Да. да, по кругу, чтобы этот... Чтобы это как на подушку упасть. 2 раза в сугроб упала? Нет, один в городе. В городе? Да. На асфальт, что ли? Да. А там грузовики рядом не ездили? Нет, и тоже на тротуаре. А, Где хотела на тротуар выехать, и там подскользнулась, упала. Понятно. Кто-нибудь еще падал? Нет, чуть не сейчас упал. нет. Я в городе упал. Тоже в городе? Возле светофора. Вы случайно не вдвоем вместе упали? Нет, Друг на по друга? очереди. Типа, я первый. В кровати упал. Но только проснулся и упал. Это, наверное, своеобразный будильник, да? Этот, за веревку себя тянешь, чтобы потом упасть. Как будильник заиграл, опрокидывается и выкидывает. 3 шульца надо снять. Морсик, ты как владелец Шульца уже 4-й год, да? Или 3-й? Да, он в 20-м приехал. А? В 20-м приехал. Новый год. С 19 по 20. Это какая вообще ревизия? Первая или вторая? Первая, ага. Первая. Чё, как? 19 года он. Трещины там какие-нибудь есть? Трещины есть? Нет? Вмятина, кажется, есть. Вмятина? Все черное. Это упал, Ключа, что ли? видимо, зарядил, я не знаю. Впервые увидел только что. Только что? А может ты заметил. упал? Давно, наверное же. Ну, это сталь же, пофиг им. То есть, типа... Был бы алюминий, он бы треснул там, и все раму на выкид. А тут вмятина там, обратный, ну, поехал дальше.
Ну, то есть, жителям города Якутска ты рекомендуешь Шульц? Однозначно. Шульц это мечта Велена. Ты сказка же, посмотрите просто на это. Покажи на переливание. На этом. Оно пыльное, кажется, не видно. Короче, отныне Шульц, космос. ты фанат только Шульца, да? Конечно, Шульц это жизнь. Кто не ездил на Шульце, тот не познал жизнь, да? Можно и так сказать, да. Кто-то вот так сказал. Все верно. Ясно. Что-то тут пахнет какими-то цветами или чем. Шоколадом, вон, от Миши. Сейчас отсюда сразу подъем. После подъема, я думаю, там люди захотят отдохнуть. До подъема и... Чё, как? На пригорке теплее, да? Ближе к солнцу. Но, Тепло, да. ну чем выше, тем теплее, да? Рекомендую, да, подходить. МДВ, а чё ты в сторонке? Боишься, то что чай украдут? Когда чай кончится, присоединись сюда. Ну ты там несколько раз едешь. Или ты сейчас так не делаешь? Подъем тяжелый, да? Подъем пешеходный будет для многих. Ты не был, что ли? Не, ну я был. Для видео, да? Для видео. Подъем Нет. довольно непростой, да, учитывая, что мы уже прошли достаточно много. Мастер разговорился. Да, блядь, заголевали. Нет, давай там уже после подъезда. Нет, вот эта часть переправы, кстати, длиннее же, да? Чем та. Конечно, там-то по прямой практически. А здесь вот так вот по островам. По идет. диагонали, да? Тут карьер, да? Вон фантом же. Тут какой-то карьер, ага, островной. Причем он каждый раз по-разному, его не было в прошлом году здесь. Вот у нас очередная остановка и... Да, друзья, мы почти подъехали к берегу, на котором находится Бестях. Уже видны строения. Сейчас это, пожалуй, последняя остановка на реке. Сейчас нас ждет пара километров уже приближение к берегу. И потом самый эпичный участок — это подъем к федеральной трассе. Он довольно сложный. Возможно, кто-то пойдет пешком, кто-то заедет сам. В любом случае, кто его преодолеет, будут молодцы. Там мы собираемся, и уже прямая дорога по федеральной трассе до поселка Нижний Бестях. То есть можно сказать, что практически половина маршрута пройдена, и я вижу, что все бодры, полны силы, энергии, и настроение у людей прекрасное. И потеплело, да, уже чувствуется, что прям сильно потеплело, уже едешь жарко, после подъема нас еще сейчас разогреет. И обратный путь в 2-3 часа будет просто очень комфортный, потому что температура, наверное, будет порядка 12 градусов. В какое кафе зайдем? Так как людей очень много, я думаю, будет смысл иметь разделиться на несколько кафешек, чтобы очередь не создавать. Так, Там а сколько людей? около 40. То есть постоянно люди догоняют. Вот сейчас подъехали 2 человека, например. Сложно посчитать. Мы посчитаем уже либо возле кафешек, либо на общем фотографировании финальном. Но порядка 40 человек. А по гендерному как? Мужчина и женщина? Ну, девушки есть, да. Из 40 человек примерно, ну, человек 6-7 девушек. Это очень хорошо, я считаю. В целом, ну, практически финишная прямая. Участие, и даже мне самому это чертовски интересно. Ну, ледовый тут вопросов, наверное, не возникает, потому что это все-таки движение по 2 ледовым переправам. Что касается Клеща, есть разные легенды, что и маршрут силуэтом своим
треком похож на клей, что еще какие-то нюансы. Но я скажу точно, давайте мы сохраним интригу до следующего раза. Я не буду раскрывать секрет, пусть люди додумывают. Какие-то варианты есть, пишите в комментариях под видео. Посмотрим, может быть у кого-то будет интересная легенда. Кто-то пешком, а кто-то на своих. Выкладываешь куда-то для себя? Выкладено. Куда же? Выкладываю, да? Ага, выкладу. Ой, это что у нас? После того, как они вниз резко спустились, все резко вдохнули. Что получается? Шульцы рулят, да? Конечно, я же говорил уже. Ну, Что об этом повторят? одни из самых первых, да, приехали сюда? Или первые? Нет. Третий. Там еще были. Они спустились же вниз. Егор и Макс. Ну, они на карбонах, так нечестно. Да, так получается. Был бы Шульц карбоновый. Но Было бы без шансов. Так посадить ее невозможно. не, ну, ты там что-то орал, осторожен там. Не знаю. Когда Федя упал. А, когда Федя упал? Ну, Ты этот же, сбил его. Ну, не в тему. Вот на этот старт. Вот, крутые райдеры у нас. Амброс, настоящий даунхильщик на Санта-Крузе. Буллет не просто так. Все по фэншую, да? Ну, почти. Только телевизора не хватает. Алиэкспрессовский фэншуй получается. Ну, типа буллет, да? Ну, этот, куёс должен поставить. Хуёво говорит. Комментарии? Ага. Вас как зовут? Надежда. Вы давно катаетесь на велике? Очень редко. Раз в год, наверное. И как вообще? Первая покатушка в году получается, да, вот это? Да. А до этого сколько на велосипеде катались? До этого нисколько. Нисколько? Нисколько. А, только-только вливаетесь, да? Ну, я удиваюсь везде, где могу. Понятно. А так впечатление как? Половину пути уже преодолели? Ага, очень хочется есть. Ну вот, сейчас покушаем. Мастер Ник говорит, тут очень вкусно. Ну, здесь везде вкусно. После 3 часов на свежем воздухе не бывает невкусно горячей пищи. Так, если тут такая азиатская, там, кавказцы варят. Там более... Привет. Не, ну в принципе мы могли бы и тут поместиться все. Столов... Дольше ждать пришлось при приготовлении пищи. Здесь еще такой элемент, как ожидание. Лагман самая вкусная пища, да? Да, самое вкусное. Ну, после такой нагрузки на свежем воздухе это достаточно неплохо. Всем приятного аппетита. Если вы сидите дома и пьете чай, то самое время достать из холодильника супчик, борщ, подогреть сосиски. Да, и пельмешки. Всем привет, передавай. Так, сегодня получается у нас открытие велосипедного сезона. Самый первый массовый поход «Ледовый клещ». И у нас в числе участников также есть девушки. То есть
даже девушки осмелились поехать в такой холод, минус 29 градусов. Какие вообще у вас впечатления от похода? В целом впечатления классные. Но, кстати, я думала, что я еду в поход, и он будет при погоде минус 12 или минус 30. А, то есть ощущения холода вообще не было, да? Нет, Весь поход на одном дыхании. да. А что сложно вообще? Какие-то сложности были? Сложности, наверное, из-за одежды. Непривычно. Я вот, например, впервые вот так вот вся одета, в зимнюю экипировку и еду. Слишком тепло, да? Не то чтобы тепло, а все равно дискомфорт вызывает, то, что ты вот вся в одежде, с капюшоном, шарфиком, шапке, вот с огромными варежками. А так в целом... То есть на велосипедные прогулки лучше одеваться чуть полегче, то есть Да, пуховые не одевать. да. Понятно. Ну ладно, спасибо. Перед спуском, где ДНС. Да, торговый центр. Давай. По традиции общее фотографирование сейчас будет всех участников. Осторожно, спуск довольно крутой, много, сильно не разгоняется, маневров не делайте. Хотя асфальт все равно опасненько. Лучше чуть-чуть тормаживать, но не Уезжаем на вечный огонь, так же, как и начинали. Ну, она чуть посложнее. Зато, кто хочет, может быть, Да, там целая вечность ехать. Но там придется ехать. Ага. Нет, здесь, по-моему, нормально. Но она виляет, плюс трафик. Смотри, фуры такие. Нет, я про это говорю. А, про это? Конечно, нормально. Ныкал. Блогер! Пока не могу понять. Такой здесь, так сказать, круг. Потому что
Народу много, чтобы для всех это было мало. Там еще кто-то гороховый суп съел, говорят. Лучше не знать. Об этом историю кислороду мало, блогеров на квадратный метр много. Все здесь. Итак, что же хочется сказать? Во-первых, мы все это сделали. Давайте друг другу похлопаем, мы все большие молодцы. Мы проехали 50 километров, пути мы были, начиная со старта 7 часов. Почти до Монголии. Да, почти до Монголии доехали. Это было здорово. Я думаю, что у всех остались положительные впечатления, приятная усталость и, конечно, чувство проверки себя, выполненного, так сказать, квеста для себя лично. Долго. Да. Это было здорово, молодцы. Пользуясь моментом, хочу пару рекламных объявлений сделать. Покупайте Лего, да? Нет, не об этом. На первомайские праздники проходит ежегодный общесибирский велопробег. В этом году он будет с 27 апреля по 2 мая. И мы с велосипедами летим в Новосибирск, чтобы 4 дня покататься в компании городов и по горам сибиряков по Алтаю. Это будет четырехдневный маршрут, там примерно 200-300 километров. Собирается сотня с лишним человек, там 100, 200, 300. Кто хочет, кто заинтересовался, с 27 апреля по 2 мая. Обратно можно даже задержаться, прилететь попозже, чтобы там еще покататься. Кто готов, силы, финансово готов и морально, то пишите мне, я все подробно расскажу. В этот раз общесибирский велопробег и плюс осенью с 15 августа по 10 сентября у нас запланирован тур по Монголии. То есть мы выезжаем отсюда на поезде до Иркутска и там уже своим ходом едем по Монголии, финиш в Улан-Баторе, обратно также добираемся либо на самолете. Так что про Монголию ты, да, вот уже наманговал. Вот это будет большой серьезный поход на месяц почти. Так что кто хочет, кто готов прокатиться по Монголии, тоже пишите, расскажу подробно, все расскажу, покажу. Вот так вот, что касается больших походов. Локальные походы будут здесь публиковаться в группах, это все очень хорошо распространяется, поэтому я думаю, информация до всех дойдет. Теперь хочу приступить к самому главному, это к вручению памятных наклеек. Все знают, что это ежегодная традиция, у кого на велосипеде уже, наверное, по 5, по 6 наклеек. Есть. Это маленький сувенир, подтверждающий то, что вы просто для себя это прошли, этот маршрут, и будет приятно потом смотреть, вспоминать. Давайте вот прям по часовой стрелке и начнем. Наклейки пока по одной, если у кого-то ушатаются, то я могу выдать там потом две. Держите, все молодцы. Респект. Это достойное было. Покажи. Молодец, что догнал. Кстати, да, Майкл, как вы знаете, догнал нас прямо. Это же не Майкл, это ракета. Он догнал, да. Не, вот зараз нет, Колян. Альбомы для марок, может быть, Абдулка, тебе особая благодарность за все. Так, Лентий, надеемся на хороший суперский сюжет. Так, у всех есть? У всех есть? Пока вот цвет поменялся. Да, так, еще два момента. Я хочу сегодня вручить, у нас есть теперь такой прекрасный орден ледового клеща. Вот так он выглядит. Сейчас можно будет подойти подробно посмотреть. Это мне. Орден ледового клеща вручается сегодня нашему замыкающему. Похлопаем ему, который с достоинством выполнил свою миссию. Страдал, ехал последний и сделал все для того, чтобы группа приехала в полном составе без потерь. Это на память. Вы их не бросаете. Это настоящий клещ, замаринованный в эпоксидной смоле. Подходите осторожно, он не кусается пока. Отогреется, может быть, будет касаться. То есть традиционно, да, мы будем вручать выдающимся людям ордена ледового клеща. Энцефалитный, наверное, да? Обязательно, да, проверенный энцефалитный. Не размораживая его ни в коем разе.
Вот как-то так. Ну что, еще раз хочу всех поблагодарить. Все молодцы, всем большое спасибо. Очень рад был всех видеть. Кого в первый раз, кого не в первый раз. Вы все очень достойно прошли на шоу. Ура! Кстати, да, очень важный момент. Финишировало здесь 37 человек. То есть стартануло меньше. Обычно наоборот бывает, да, стартует. Но здесь так как народ догонял, да, 37 человек сейчас здесь находится. И это очень хороший результат. Очень хороший. 37, да, выделением на Теперь нужно, пока не разъехались, быстренько сфотографироваться. Вот здесь вот можно для разнообразия там стать. Можно без велосипедов, фотографирование и по домам.